Добрый вечер. На телеканале «Осетия Рештон» программа «В итоге». Расскажем обо всех событиях, которые произошли в республике в минувшей неделе. И в начале выпуска коротко о главном. По инициативе главы Сергея Миняйла в республике созданы колл-центры для консультирования мобилизованных и их родственников. Какую информацию можно получить? Это очень важно, знать творчество такого великого гения. В Северной Осетии отметили 163-ю годовщину со дня рождения Костахи Тагурова. К знаменательной дате приурочили художественные и литературные конкурсы, а в селении Нар вновь заработал дом-музей поэта. Периодическая аттестация проводится с целью оперативной готовности аварийно-спасательных служб формирования. На базе Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС прошла аттестация личного состава. Оценить профессиональные навыки спасателей приехали специалисты из других регионов. О результатах через несколько минут. Сергей Миняйло поручил создать колл-центры на базе ЦУР, а также в военкоматах и районных администрациях для мобилизованных и их родственников. Руководитель Северной Осетии также напомнил, необходим ежедневный контроль списков тех, кто состоит на воинском учете. В случае возникновения ошибок незамедлительно на них реагировать, разбираться с каждым поступившим обращением. Обращения идут, их немного пока, поэтому главы районов там, где работают призывные пункты, там должен быть ваш представитель. Разбираться с каждым случаем. Подходите к этому вопросу по-человечески. Должно быть человеческое отношение к людям. На базе ресурсного центра регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей тоже начал работать колл-центр. За 2 дня приняли больше 300 заявок, планируют отработать больше 1000. Волонтеры интересуются, столкнулись ли близкие участников спецоперации с трудностями, готовы предоставить продукты и лекарства, а также услуги юриста, психолога и представителя военкомата. Здесь находится представитель военкомата, психолог, юрист. И по вопросам, которых интересуют, они им отвечают, подходят к телефону, мы их зовем, и они отвечают на все их вопросы. В случае, если им нужны какие-то лекарственные препараты, продукты, мы это записываем, заполняем анкету и делаем запрос. Это все вбивается в компьютер, отправляется в ведомство, и оттуда уже волонтеры работают по этим заявкам. 15 продуктовых наборов сегодня передали семьям, чьих близких призвали в рамках частичной мобилизации. Волонтеры студенческого корпуса спасателей адресно помогают родным военнослужащих. В наборе продукты первой необходимости, крупы, масло, молоко. Еще 50 таких же продовольственных пакетов передадут завтра. Как рассказывают сами активисты, эта работа будет вестись и дальше. Все заявки от населения поступают в колл-центр, который недавно запустили по поручению главы региона Сергея Миняйла. Никто никого не оставляет в беде. Если от людей есть запрос, что вот они нуждаются в продуктах элементарно, то этот запрос обрабатывается теми структурами, которыми должен обрабатываться, услышан, обработан. Вот и, соответственно, я думаю, что это важно, потому что люди должны чувствовать поддержку. Историки и эксперты военного дела, а также студенты и преподаватели. В СОГУ состоялась научная конференция, посвященная 80-летию окончания битвы за Кавказ. Одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Оно повлияло на дальнейший ход боевых действий. Однако победа далась дорогой ценой. Потери советской армии исчислялись сотнями тысяч. Одна из главных целей конференции – сделать так, чтобы будущие поколения не забывали об этом. Репортаж Алины Цгоевой. Одно из самых кровопролитных в Великой Отечественной войне сражений, а еще второе по продолжительности после обороны Ленинграда. Битва за Кавказ 80 лет спустя. Итоги, анализ, планы на будущее. Научная конференция на базе СОГУ запустила цепочку исторической памяти. Участники подробно разобрали события тех времен.
Сегодня мы благодарим и ученых наших, которые закрепляют вот эти исторические базовые ценности, вносят огромный вклад в духовное, нравственное воспитание нашей молодежи. Те факторы, которые являются основным скрепом нашего общества и позволяют уверенно смотреть в будущее нашей страны и регионов Российской Федерации. Участники грандиозного телемарафона, историки, эксперты военного дела, студенты на одной площадке, пусть и дистанционно, они смогли выслушать доклады представителей 5 регионов страны, где родились герои Советского Союза, сражавшихся за Кавказ. О подвигах братьев Остапенко рассказали из Луганской области. Заместитель командира отделения ПТР гвардии младший сержант Дмитрий Остапенко и гвардии красноармеец Иван Остапенко в одном бою подбили из противотанковых ружей 20 фашистских танков. Дмитрий 13, а Иван 7. О подвиге братьев Остапенко сообщалось в сводке Совинформбюро. В ней отмечалось, что подобных подвигов в хронике военных событий в битве за Кавказ не зафиксировано. Часто в послевоенное время братья Остапенко вспоминали и рассказывали о том дне. Об их подвиге написано в книгах. Новосибирск, до которого не дошли бомбежки нацистов, безучастным в защите Кавказа не остался. Этот тыловой город обеспечивал красноармейцев техникой, отправлял боевое снаряжение. И далеко не все герои того региона вернулись домой. Среди них и Петр Барбашов, чью память в Северной Осетии особенно чтут. Его подвиг отдельно отметили на марафоне. У нас налажены тесные связи. И сегодня мы гордимся тем, что представители лучших ветеранских организаций, победители конкурса «Позиция, энергия, опыт» присутствуют в зале в Владикавказе вместе с нашим коллегой из центра. И они принимают участие и в конференции, и, наконец-то, они возложат цветы сами. У них есть такая уникальная возможность к тому памятному знаку, который в феврале открыли, памятный знак в благодарность осетинскому народу за то, что сохраняет память о нашем земляке. Вообще, сама идея объединить разные регионы России, которые ковали победу на Кавказе, зародилась еще год назад. Тогда в рамках годовщины сражения исторический факультет СОГУ поддержала Российское историческое общество. Итог совместной работы помог сегодня более детально проанализировать события Великой Отечественной войны. Сегодня на нашей площадке принимают участие представители Армении, Исламской Республики Иран, Южной Осетии. Более 60 участников приехало в республику, чтобы поддержать нас в этой инициативе. Ну и, безусловно, я хотел отдельные слова благодарности сказать нашим ученым, которые передают эти знания, которые до сих пор работают и с новыми архивами, которые открываются, рассекречиваются. Это по-новому позволяет взглянуть на те события, которые происходили раньше. И опять-таки, повторюсь, делать выводы о том, что сегодня происходит и как нам необходимо реагировать на эти вызовы. Битва за Кавказ – это ключевое событие в истории региона и тем более страны. 442 дня солдаты делали все возможное и невозможное, чтобы отбросить врага, не дать ему перейти рубеж Владикавказа. И бессмертные подвиги красноармейцев и обычных жителей маленькой Осетии обязаны помнить последующие поколения. Алина Цгоева, Хит Агапоев. Специально для программы «В итоге». Благоустройство дворовых территорий, ремонт дорог, отсутствие освещения и еще десятки не менее важных вопросов. Со всеми этими проблемами жители республики обращаются к активистам Народного фронта, потому что знают, они всегда помогут и не оставят без внимания. Как получилось, что вместо ухоженного двора у людей возникли новые проблемы, в материале Даны Малышевой. Хотели как лучше, а получилось как получилось. После так называемого благоустройства на улице Кутузова ничего не изменилось. Никаких условий для маломобильных и мам с колясками. На заднем дворе огромные лужи. Замаскировали их оригинально. Закрыли кусками старого асфальта, об который легко можно споткнуться. Света вообще нет. Вокруг ни одного фонаря. Все, что остается жильцам – жаловаться. Проезжая часть более-менее. Но вот это обустройство бордюров с правой стороны вот от меня, что входы в подъезды, вот это людям надо скакать. С левой стороны то, что нам заезды, наши парковочные места перекрыли. И качество асфальта, вот это невооруженным глазом видно вот вдоль подъездов. На крик о помощи отреагировали активисты Народного фронта. Это общероссийское движение по контролю за качеством жизни граждан. На месте эксперты выявили нарушения. Выйдя на объект, мы определили, что на самом деле качество асфальта низкое. Очень крупные фракции, которые
не переживут одну зиму, после заморозки-разморозки она все посыпется. Мы надеемся, конечно, что до конца года еще есть возможность у подрядчика исправить эту ситуацию. В противном случае, значит, мы будем обращаться в те органы, которые надзирают за исполнением этих решений. Наша съемочная группа обратилась к депутату Иристонского района, куда относится улица Кутузова. Казбек Джибилов уверяет, по контракту двор обустраивают до декабря. Работы никто не останавливал, как говорят жители. Прямо сейчас асфальт подрядчик меняет за свой счет. В смету была включена замена асфальта, бордюр, установка лавочек, освещение нет, потому что это уже в самом конце, когда подрядчик выполнит всю работу, он и поменяет полностью освещение. Задняя часть дома не входила ни в программу, ни в смету, и поэтому эту территорию подрядчик не трогал. Под контролем общественников вся инфраструктура города. Улица Калоева была на карте убитых дорог Народного фронта. Туда жители заносят самые проблемные участки. В этом году часть объектов из списка отремонтировали и сдали. Сейчас здесь идеальная дорога. О покрытии без 20-сантиметровых ям жильцы просили много лет. Раньше здесь дорога была ужасная. Одни ямы, латали их постоянно, но ничего не выходило. Вот мы мучались с проезжей части, машины нам не давали по ночам спать. Днем ладно, а ночью мы мучались. И вот нам наконец-то сделали дорогу. Отличную, хорошую. Улица Ленина почти центр Владикавказа. Под прицелом общественников ливневые канализации. Асфальт не должен их покрывать, иначе дорога не выдержит сезон дождей. Еще примерно 2 месяца назад, я помню, дорога была вообще в ужасном состоянии. И было вообще неприятно, и сейчас уже более-менее хорошо. Были огромные ямы, и сейчас стало намного лучше. Ватутино считается одной из самых оживленных улиц Владикавказа. В час пик здесь проезжают сотни машин. Раньше движение затрудняло и дорожное полотно. Ямы, конечно, латали регулярно, только слои асфальта проблему не решали. Ситуация изменилась после капитального ремонта. На Ватутино, как и на других объектах, пандусы. Теперь улица стала по-настоящему комфортной. Проблемы с передвижением здесь точно не возникнут. Качество асфальта тоже не вызывает никаких замечаний. Машина едет гладко, легко и плавно. Поэтому здесь тоже наше мнение, что работы выполнены качественно. И так на всех 3 проверенных улицах. Дороги на Калоева, Ленина и Ватутино соответствуют всем современным стандартам. Улицы ремонтировались в комплексе, то есть проезжая часть и тротуары ремонтировались одним подрядчиком одновременно. И мы видим, что вот сейчас даже на такой широкой улице, как Ватутино, мы видим, что от одного края до другого все сделано качественно. 11 лет Народный фронт держит под контролем формирование городской среды. Стремление улучшить жизнь страны объединило активистов по всей России. Дана Малышева, Зоя Тараева, Давид Бетиев, Владимир Кокоев, Георгий Такоев. Специально для программы «В итоге». Подробнее о работе Народного фронта нам расскажет глава регионального исполкома организации в Северной Осетии Клим Галиев. Он сегодня у нас в гостях. Клим Георгиевич, добрый вечер. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как часто случается, что гражданам республики приходится обращаться к вам в связи с некачественно выполненными работами, и каковы действия Народного фронта в этом случае, и как много дворов вы, благодаря вашим усилиям, удалось отремонтировать в этом году? Довольно-таки часто, потому что, когда начинаются вот эти подрядные работы, людям кажется, что что-то идет не так. Мы изначально пытаемся их успокоить, что пока что работы только исполняются, рано еще требовать какой-то результат, потому что все начинается с того, что все демонтируется, там и асфальт демонтируется, бордюры, все приходит в такой вид ужасный, люди начинают жаловаться. Но уже ближе к установке асфальта, ближе к бордюрам, где-то начинает вырисовываться уже итоговая конфигурация двора непосредственно. И вот тут уже очень важно бывает вовремя вмешаться в процесс, если все-таки явно видно, что что-то идет не так, как людям изначально обещали. Потому что это
программа вот, благоустройства городской среды, она изначально была направлена на то, чтобы по максимуму сделать дворы таким образом, чтобы это удовлетворяло пожеланиям жителей. То есть перед тем, как начать работы, должны проводиться общие собрания, должно учитываться мнение этих жильцов. И когда на собраниях им обещают одно, а по факту происходит совсем другое, ну, конечно, начинается напряжение, вот, чувствуется вот этого двора, и начинаются вот тогда звонки. И вот здесь, я считаю, мы очень вовремя, даже нет, чуть-чуть раньше, если было бы, мы бы пришли, я думаю, мы бы избежали того, что был уложен некачественный асфальт на тротуары. Но хочу здесь честно сказать, в тот же день, после того, как мы посетили этот двор, представители подрядчика с нами связались, сказали, что согласны со всеми нашими замечаниями, и как только погода позволит, они будут устранять вот эти недостатки. И вот здесь мы видим депутата городской думы, который вот из этого района, где мы были, где они взяли на себя все обязательства. Дальше надо просто нам совместно с жильцами это все проконтролировать. Я думаю, все будет нормально. Ну вот примерно по такой же схеме, потому что подрядчик, он должен дорожить своим именем, и если он вот такие объекты, которые конкретно должны радовать глаз нашим жителям, если они плохо с этим справятся, они должны знать, что потом больше подряд не получат никакой. И здесь очень важно им вот свое имя сохранить. Поэтому, когда вот эти замечания, они начинают выходить в публичную плоскость, вот это для них очень нежелательно. Поэтому надо вовремя, в срок, соответственно, вот тому проекту, который вы обсуждали с жильцами, надо все это исполнять. Тогда все будет нормально. И сколько дворов благодаря вашим усилиям удалось Ну, отремонтировать? за все время, наверное, там более 50, наверное, потому что часто приходится выезжать, и в районы очень часто выезжаем. Поэтому, в общем, это не все наша заслуга, это и подрядчики, и администрации, там, и города, и районов. Все заинтересованы в том, чтобы результат был положительный. Бывают объективные причины, бывают субъективные причины, мы все это понимаем, но нам важен результат. Поэтому вот в данном случае очень правильно среагировал и подрядчик, очень правильно среагировал и представитель городской думы, и вовремя все эти работы были проведены. Вот за это им благодарность от нас и от жильцов. У вас на контроле также и ремонт дорог. Насколько я знаю, вы выезжаете и на эти объекты. Расскажите, пожалуйста, подробнее о так называемой карте убитых дорог. Какая работа ведется сейчас? Да, это одна из основных наших тем, это один из основных проектов, я бы даже так сказал, карта убитых дорог. Он продолжает свою работу. И вот в этом году мы видели, что практически с самого начала, там, когда наступила нормальная погода, весь город был перекопан, все жаловались, но мы старались как-то опять же этот градус понижать и просить людей потерпеть. Да, вот сейчас, но мы же хотим хорошие дороги, надо чуть-чуть потерпеть. И вот сейчас началась та фаза, когда приемка работ по дорогам. Мы поинтересовались, какие дороги уже приняты в эксплуатацию, приняты работы. Естественно, туда и выехали, и туда попали как раз те участки дорог, которые очень давно на карте убитых дорог, и ежегодно они латаются, вот как женщина сказала, проводится ямочный ремонт, у которого нет гарантийного срока, и через 2 месяца ямочный ремонт куда-то исчезает, потому что вот эти ухабы, эти ямы, они настолько большие, что вот такими временными работами это все невозможно закрыть. И вот наконец-то дошли до капитального ремонта. Ну, мы выехали вместе с корреспондентами, посмотрели качество асфальта.
очень хорошая, ну, машина действительно едет очень легко. Мы посмотрели и тротуары, и если раньше надо было воевать с подрядчиком, чтобы он установил вот эти пандусы, да, на тех участках, где есть пешеходные переходы, то сейчас им уже лишний раз даже напоминать не надо. Везде, где есть движение пешехода на коляске инвалидной, или мама с коляской, или передвижение ребенка на самокате, или там, в общем, вот все эти моменты учтены. И особая опять благодарность администрации за то, что в этом году они на такие участки привлекли представителей маломобильных групп населения. Это Жанна Цалагова, она лично выходила на дороги, лично пыталась там заехать на тот или иной участок тротуара. И пока она не говорила добро, вот, в общем, работы не прекращались. И мы видим результат, ну, совершенно правильный подход. Кстати, это, вот в этом году это был первый раз. И вот то, что тротуары ремонтируются в комплексе с дорожным полотном, это, я считаю, очень здорово. Вот наше мнение, вот в Народном фронте мы его обсуждали, еще бы ливневые канализации тоже вот в комплексе с дорогой, если бы ремонтировали, было бы вообще хорошо. Кстати, с этим мнением согласны и дорожники, и коммунальщики. И я, в общем, надеюсь, что скоро это станет уже как правило. Потому что, я думаю, только так мы сможем нормально ремонтировать и эксплуатировать ливневые канализации. Пока что это в разных руках, и результат не всегда хороший. Скажите, к вам поступают обращения разного уровня сложности, скажем так. На вашей памяти, вот какое из обращений граждан было вот самым трудным в исполнении, но в итоге вопрос разрешился хорошо? Ну, такое дело, вот, которым вы, может быть, даже гордитесь, то, что вам удалось вот вашей команде завершить. Ну, они всегда бывают такие, бывают и неожиданные вопросы. Ну, когда вопрос решается, это всегда приятно. Вот, например, вот совсем недавно обратился житель с улицы Ленина, и у них там проблема с отопительной трубой. Ну, та труба, по которой горячая вода заходит в дом. И холодная, кстати, тоже. Вот быстро собрали комиссию и вот уже даже наметили план работ, по которому скоро вот этот ввод будет поменен. Вот сейчас опять же, ну, еще результата нет, но это вот совсем недавно то, что вот, ну, пришло на ум. А так, ну, бывают вопросы, которые как сериал, их надо решать поэтапно, да, и вот на каждом этапе, когда человек добивается какого-то результата, ну, нам бывает приятно, даже если мы не слышим спасибо, все равно нам самим бывает приятно. А когда вот бывает уже конечный результат, мы уже этим даже гордимся, вот такими моментами. Ну, обязательно расскажем, я просто, честно говоря, не готов был к вопросу, но обязательно такие случаи будем всегда держать наготове. Давайте поговорим о других проектах Народного фронта. Помимо контроля качества работ, у вас также в отделении Народного фронта работает Центр по содействию гражданам, ошибочно призванным в рамках частичной мобилизации. Расскажите, сколько обращений было рассмотрено и с какими вопросами обращаются граждане? Ну, практически с самого начала объявления мобилизации, буквально на второй же день у нас был открыт этот центр. И здесь принимались звонки от людей, которые были, ну, растеряны. Они, ну, многие, получив повестку, не знали, что с ней делать, потому что одним казалось, что они претендуют на отсрочку, да, то есть у них есть какая-то ситуация, то ли по здоровью, то ли по семейным обстоятельствам, то ли по каким-то другим причинам, по которым они имеют право на отсрочку. При этом в военкомате их никто ни о чем не спрашивал. То есть вот такой момент. И вот был просто шквал звонков. И тут и по поручению главы республики эта работа
была организована, включились линия 122, включился наш региональный исполком, принимали звонки. Потом эта же услуга появилась на госуслугах. И вот через буквально неделю уже люди приняли эту ситуацию, уже к ней адаптировались. И вот уже вот эта растерянность, она уже спала. Мы около 160 обращений обработали. Были оказаны юридические консультации, были где-то у кого возникали сложности с получением той или иной справки из-за каких-то там административных барьеров, тоже помогали им в этом, чтобы человек, который не должен сейчас мобилизовываться, чтобы он остался дома и воспитывал детей, которых он воспитывает, допустим, один. Или если человек с какими-то тяжелыми заболеваниями, то чтобы он тоже остался дома и не мешал другим исполнять свои задачи на спецоперации. Здесь, опять же, я уже много раз это говорил, самое главное заранее приготовить все документы, по которым человек претендует на отсрочку. Вот это надо делать заранее, и уже вот с этими документами явиться в военкомат. Вот тогда все будет рассмотрено, и обязательно об этом заявить. Ждать, что когда кто-то тебя о чем-то спросит, вот этого не надо, потому что в основном эти все моменты носят заявительный характер. То есть, если ты по состоянию здоровья не можешь ехать в зону проведения военной спецоперации, ты должен об этом сам заявить. И тогда тебе назначают медкомиссию, смотрят документы и принимают решение. А так, если ты сам об этом не сказал, то получается, что ничего, что ты здоров. То есть вот такая ситуация. И с этим надо тоже, это тоже надо до людей доносить. Вот вы занимаетесь работой, не только консультируете людей, которые вам звонят по частичной мобилизации, но и сами предлагаете помощь, сами обзваниваете семьи частично мобилизованных. Какая работа в этом направлении? Это был открыт колл-центр, это вот только что был сюжет. Опять же, было поручение главы республики, и вот у нас еще со времен пандемии работал волонтерский штаб «Мы вместе». Это более 15 организаций молодежных, общественных, которые объединились и работают совершенно на добровольных началах, помогают людям. И вот уже используя тот опыт организации колл-центров, который был во время пандемии коронавирусной инфекции, вот опять же создали вот сейчас новый колл-центр, который направлен на то, чтобы помогать семьям мобилизованных военнослужащих. Занимается тем, что он обзванивает, контакты нам предоставило Министерство социальной защиты. В этом колл-центре, кроме волонтеров, находятся постоянно 2 психолога, которые в случае, если кому-то необходима психологическая помощь, оказывают ее сразу же. Плюс очень своевременно подключились к этой работе ассоциации юристов. И там сидит один юрист в колл-центре, и если юридический вопрос, сразу тоже отвечает на него. И также присутствует представитель военкомата. Если есть какие-то вопросы, касающиеся работы военкомата, он сразу же, тут же под рукой берет трубку и опять же дает исчерпывающие ответы на те вопросы, которые возникают. И вот наш колл-центр, он работает не только на исходящие, но и на входящие. То есть туда может человек потом позвонить и заявить о какой-то проблеме, которая у него возникла. В основном эта вот работа вся направлена на то, чтобы мобилизованные граждане, они
понимали, что у них в тылу все нормально, что за их семьями присмотрят. Работа будет организована таким образом, что при обзвоне, вот, кстати, уже практически вот на данный момент, вот сейчас мне докладывали, 846 семей обзвонили, плюс уже более 300 входящих звонков тоже поступило. И выявляется, в общем, такое социальное положение семей, кто в чем нуждается, у кого-то какие-то бытовые проблемы, у кого-то там проблемы, чтобы кому-то сходить за продуктами. Если будут какие-то вопросы, касающиеся там образования, дополнительного образования детей, если где-то какие-то, опять же, административные какие-то препоны случаются, вот мы помогаем с этими вопросами. На контакте этого колл-центра все министерства и ведомства и все администрации нашей, районные администрации нашей республики. Поэтому остается только правильно маршрутизировать вот их вопросы, их заявки и своевременно их решать для того, чтобы у этих семей все было хорошо. Как нам сказал руководитель администрации главы, победа куется в тылу. Вот мы должны обеспечить, вот, чтобы в тылу было все хорошо, и человек не переживал за то, как у него в доме обстоят дела. Ну, уже и вчера, и сегодня были развезены и продуктовые наборы, также одной семье даже там протекала крыша, ребята выехали, подлатали ее, там какие-то такие работы еще провели. Бытовые в общем, вопросы. Да, бытовые. В общем, вот эта работа, она сейчас будет поставлена на поток, это будет постоянно идти, и я думаю, общими усилиями мы обеспечим семьям военнослужащих, ну, такую, облегчим им вот тот момент, что вот сына, мужа, брата вот временно, пока нет дома, вот мы постараемся вот как-то их заменить. Еще одну тему хотелось бы с вами обсудить. Говоря о победе, проект «Все для победы» продолжает также работать. Расскажите, пожалуйста, о результатах работы и как можно принять участие, если найдутся желающие. Ну, проект «Все для победы», он практически с самого начала спецоперации у нас открыт. И изначально вот проект был направлен на помощь подразделениям Донецкой, Луганской народных республик. И вся помощь, которая собиралась, а собиралась она, знаете как, она по заявкам конкретно руководителей, командиров подразделений. Народный фронт установил прямой контакт с этими командирами через военкоров, через наших членов Центрального штаба, ну и среди них такие известные медийные лица, любимые нами, там артисты, там и Машков, Певцов, там гроссмейстер Корякин, потом цирковые артисты, братья Запашные, потом там и Ивана Хлобысь. В общем, большая такая группа наших активных участников. Это и Денис Лебедев, там были и спортсмены, и реально военкоры, которые вот постоянно находятся в гуще событий. И через них наладили контакт, узнавали потребности, и по этим потребностям изыскивались, приобретались вот, военная амуниция, это и рации, и бинокли, там, прицелы, квадрокоптеры, каски, бронежилеты, в общем, все, вплоть до термобелья, нижнего белья, в общем, все, в чем они нуждались, эти подразделения. И всей страной собирали вот, по тем плакатам и даже там по программе «Время», на Первом канале, там у Соловьева, у всех, вот, даже вот ваш канал, спасибо вам за это, публиковали эти QR-коды наши, и по этим QR-кодам можно было перечислить деньги или же что-то приобрести и принести в наш исполком. И мы уже здесь собирали, в общем, автомобилями, отправляли до Ростова, а дальше уже наши
ребята, они уже завозили внутрь и в Луганскую республику, и в Донецкую, и уже там конкретно передавали в подразделение. Все это публиковалось на нашем сайте. И вот я очень благодарен тем людям, которые откликнулись. Здесь практически мы ежедневно получаем какие-то звонки, а вот мы не разбираемся в QR-коде, нам легче там вот что-то купить. Мы выезжаем, покупаем. Вот совсем недавно две пожилые женщины, они говорят, мы всем, ну, чуть-чуть я пропустил, там мы расклеили наши листовки с информацией о нашем проекте на всех подъездах города Владикавказ. И вот стали нам звонить и говорить, мы вот всем домом собрали деньги, скажите, что нам купить. Также там и бизнес откликнулся, и обычные граждане. И вот когда обычные люди откликаются, это бывает очень трогательно. Мы выехали, купили что-то, и пока там в военторге покупали, они говорят, о, еще один наш житель еще прислал 2000, давайте еще что-нибудь купим. То есть вот эти вещи, они очень трогают. Ну вот в рамках федерального проекта, вот последняя цифра, это 2 миллиарда 700 миллионов собрано было благодаря нашему проекту. И все эти средства ушли на помощь вот этим подразделениям. Но вот сейчас хочу чуть-чуть предвосхитить события. Вот мы с началом мобилизации, вот наше руководство, оно подумало, что, наверное, все-таки надо расширить границы этого проекта, потому что уже и Луганская республика, Донецкая республика, это уже Российская Федерация, плюс очень много людей служит с каждого субъекта. И, скорее всего, людям было бы, наверное, сподручней помогать своим ребятам. И вот сейчас, скорее всего, мы сделаем таким образом, что вместо одного федерального сбора будут региональные сборы в рамках проекта, и вот каждый регион то, что будет собирать, будет отправлять конкретно тем подразделениям, где служат именно бойцы с данного региона. Ну, конечно же, если в каком-то регионе будет собрано меньше намного, чем в каком-то большом, конечно, это все будет координироваться. Но все-таки вот сейчас открыли возможность для того, чтобы помогать конкретно тем подразделениям, где служат ребята с нашей республики. Я думаю, это целесообразно, и люди это оценят тоже. Ну, вот последний груз ушел от нас буквально 2 дня назад. Это были несколько коробок с медикаментами, плюс несколько больших сумок там и с теплыми вещами, и с военной формой. И там был даже один бронежилет нам принес, один уже ветеран боевых действий. Плюс там разгрузки, ну вот все, что сейчас там необходимо. И вот это буквально вот пару дней назад ушло. Ну, работа не останавливается. Вот сейчас опять одна машина почти уже готова. Через пару дней тоже отправляем. То есть там постоянно идет. Ну и, кстати, хочу поблагодарить и других людей в нашей республике. Это не единственный сбор. Я знаю и других. Мы друг с другом общаемся. Спасибо им за их работу друг друга. Мы совершенно там без там, как этого, не ревнуем друг друга. Мы стараемся друг другу помогать, консультируемся в тех вопросах, в которых нас, кто более продвинут, тот, естественно, консультирует остальных. И здесь работаем все на общую победу. Успехов вам в работе и спасибо, что пришли сегодня к нам. Спасибо. А я напомню, у нас в студии был глава регионального исполкома Народного фронта в Северной Осетии Клим Галиев. Мы продолжим выпуск после рекламы. Мы продолжаем выпуск. В республике отметили 163 года со дня рождения Коста Ливановича Хитагурова. В честь знаменательной даты в Северной Осетии прошла неделя Коста. Конкурсы мастеров словесности на лучший рисунок. А редакция журнала «Нукдзау» с Комитетом по делам печати и массовым коммуникациям провела флешмоб. Зарина Газаева расскажет подробнее.
Творчество Костахи Тагурова и его роль в современном образовании. Тема важная, обсуждают ее ученые, профессора и учителя со всей республики. Конференцию организовало профильное министерство совместно с Северо-Осетинским республиканским институтом повышения квалификации работников образования. Участники отмечают значимость приобщения детей к творчеству великого писателя и рассказывают о новых методах обучения осетинской литературе. Такие мероприятия, как вот данная конференция, они приближают еще раз каждого из нас к его творчеству, еще раз заставляют нас невольно оглянуться на Коста, посмотреть под призмой вот каких-то своих чувств, эмоций на его творчество. О творчестве Костахи Тагурова говорили и в Доме дружбы народов ученые и писатели со всего Кавказа, педагоги, школьники и студенты. Произведения великого поэта прозвучали на разных языках, презентовали и авторские книги, посвященные творчеству Костахи Тагурова. Приветственные обращения прислали и работники образования из регионов страны. Собравшиеся еще раз подчеркнули, память о великом поэте должны хранить не только народы Кавказа, но и вся Россия. Очень важно знать творчество такого великого гения осетинского, скажем, языка нашего. Каждый из нас гордится, что он имел возможность, имел счастье в свое время познакомиться с творчеством Коста и на всю жизнь это заложить глубоко-глубоко у себя в сердце. Выразить любовь к родному языку авторским стихотворением или произведением Коста. Участники республиканского конкурса мастеров осетинской словесности к этому дню готовились основательно. 33 школьника с 8 по 11 классы. Все они стали победителями муниципального этапа. Сегодня здесь, в рамках этого мероприятия, есть такие участники, которые уже неоднократно принимали участие в наших предыдущих конкурсах и становились победителями. И необходимо отметить тот факт, что из раза в раз, из конкурса в конкурс мастерство этих чтецов повышается. А это значит, что те цели и задачи, которые мы ставим перед собой, а это привить любовь к родному языку, к родной литературе, бывают достигнуты. А редакция журнала «Нокзау» совместно с Комитетом по делам печати и массовых коммуникаций провел флешмоб. И участвовать в нем могли не только дети, но и учителя и воспитатели детских садов Республики и Южной Осетии. Им предстояло прочитать произведения Коста на осетинском и русском языках. Среди участников были и представители других национальностей. Основная цель – укрепить любовь к родному языку. У нас получился такой грандиозный масштабный проект, где приняли участие в итоге и воспитанники, и воспитатели, и ученики, и учителя. Во всех этих категориях мы определили победителей. Мы посчитали, что самым лучшим подарком в этот день станут книги самого Коста Ливановича Хитагурова. В принципе, победители и получат его книги с его произведениями. Коста был и первым профессиональным художником Осетии. Конкурс рисунка «Слово и образ» направлен раскрыть именно эту сторону в детях. 60 человек со всей республики в 2 возрастных группах должны были представить изображения на основе произведений Костахи Тагурова. Лучшие работы в будущем появятся на страницах детского журнала «Нокзау». Я могу вам сказать, что многие были как бы копированием предыдущих каких-то произведений, то есть их отражение. Вот Халона Маруваш кто-то же, наверное, интерпретировал или показывал художественное изображение, вот замысла. Поэтому кто-то попытался перенять этот фрагмент, но большей частью самостоятельной работы. Это радует. Ну, если даже копируют, все равно это тоже есть какое-то старание, какое-то умение, какое-то желание оказаться увиденным среди публики, среди всех видов массовых информации. В день рождения Коста, 15 октября, по традиции памятные мероприятия начались в пантеоне Осетинской церкви. Участие в них приняли председатель правительства Борис Джанаев, спикер парламента Таймураз Тускаев, представители министерств и ведомств, общественных организаций, творческая интеллигенция, учителя и школьники. Епископ Владикавказский Аланский Герасим провел заупокойную службу. Школьники прочитали пронзительные строки выдающегося поэта, каждая из которых наполнена безусловной любовью к своей родине. Зарина Газаева, Мария Кутаева. Специально для программы «В итоге». Свои двери для посетителей на этой неделе открыл и обновленный дом-музей Костахи Тагурова в его родном селе Нар. Там провели все необходимые коммуникации и укрепили фасад. В помещениях организовали выставку, представили сборники произведений Хитагурова. Отдельной частью экспозиции стала фреска, которую воссоздали художники. Сабина Гатагова побывала на месте перед открытием.
Документы, фотографии, картины, предметы быта – все, что напрямую связано с жизнью основоположника осетинской литературы Коста Ливановича Хитагурова, снова здесь, в его родном доме. Отреставрированный объект культурного наследия по крупицам собирали к его 163-летию. 4 года кропотливой работы. Процесс усложняли непредвиденные обстоятельства, но долгожданное открытие дома-музея все же состоялось. В 2022 году к нам обратилось руководство республики с просьбой оказать содействие и выполнить устройство площадок, на которых мы стоим, исландца, парапетов, площадок, то есть внешнего облика, да, уделить этому внимание. Конечно, мы не могли остаться безучастными и за счет собственных средств выполнили эти работы. Теперь в музее будет тепло, и зимой провели все необходимые коммуникации. В доме 4 тематических этажа. В нижнем хлев с предметами быта и орудиями труда. Они рассказывают о занятиях горцев в конце 19 века. Здесь Коста и современность, представлены издания произведений поэта на осетинском, русском и иностранных языках. В верхнем экспонаты, характеризующие жизнь и творчество поэта. Второй ярус представляет собой жилое помещение, так называемый хазар, и небольшую комнату для приема гостей кунацкую. Интерьеры здесь воспроизведены с использованием подлинного этнографического материала 19 века. Во время демонтажа одной из стен обнаружили роспись «Вид на население Нар». Фреска была в плачевном состоянии и не подлежала восстановлению. Подрядчики обратились в художественную школу, чтобы воссоздать полотно. Теперь оно украшает верхний этаж музея. Мы так или иначе не следовали изначальному эскизу. Мы исходили из формата, потому что стена длиннее, выше, крупнее, масштабнее работа, чем на бумаге. Цветовую гамму поменяли, потому что цвета были ограничены. Эту картинку прошлой жизни они попытались изобразить. Я думаю, у них получилось. Несмотря на то, что это всего лишь 3-й курс. Для меня это новость. Я вот сейчас приехал, увидел. То есть они полностью самостоятельно все сделали. Меня это не может не радовать. Обновленный дом-музей Коста Хитагурова в Наре не только знакомит посетителей с хронологией жизни и наследием выдающегося поэта, но с первых минут окунает в привычную для горцев того периода атмосферу. Сотрудники Национального музея республики с особым трепетом и волнением готовились к этому большому культурному событию. Здесь с нетерпением ждут жителей и гостей республики. Мы знаем, что гостей будет много, потому что звонят из школ, из разных других учебных заведений и просто жители республики, которые приезжают в Нар ежегодно в день рождения Коста. Будем очень рады видеть всех в обновленном нашем музее. Реконструкция проводилась в рамках реализации плана мероприятий по подготовке и проведению 1000-летия крещения Алании. Сабина Гатагова, Давид Битиев. Специально для программы «В итоге». Не просто выучить осетинский язык, но и сделать все, чтобы как можно больше людей знали его и могли на нем говорить. Школьник из Владимирской области увлекся изучением языка совсем недавно, однако уже добился внушительного прогресса. Что привлекло его в осетинской культуре, Максим рассказал в интервью нашему телеканалу. Добрый день, Максим. Меня зовут Зоя. Расскажи нам немножко о себе, пожалуйста. Меня зовут Кожевников Максим, мне 15 лет, я родом из Москвы. Сейчас проживаю во Владимирской области. Максим, расскажи нам, пожалуйста, как тебе пришла идея выучить осетинский язык? У меня есть отчим, это мамин друг. И если он знает, то я должен разговаривать. Как бы в семье мы разговариваем. А замотивировал меня его брат. Он к нам приезжал, он сам живет на Чукотке. И вот он к нам приехал, и вот первый раз, когда я с ним познакомился, вот именно он меня замотивировал учить осетинский язык. По каким источникам ты его учил и помогал ли тебе кто-нибудь? Первый мой учитель, это я нашел в Инстаграме такой канал, как Дигори Феш, он раньше назывался Дигорон Русак Дзюрдуат. Ее зовут Залина, она мне помогала это все, переводила, объясняла, как читается. Ну, читать я сразу научился, вот переводить, как, что, вот это все она меня научила. Мне кажется, если бы не она, я бы так не разговаривал. Вот отчим, он мне тоже помогал. Он вообще помогает мне практику, то есть я с ним только разговариваю. А у меня был в телефоне переводчик свой, я его сам сделал, то есть я записывал туда слова на дигорском сверху и на русском перевод. Потом я познакомился, вы, наверное, знаете, такой школой, как Nativa School.
Это школа осетинского языка. И вот там, это совершенно бесплатно, они мне кинули книгу, за что им большое спасибо, по дигорскому диалекту Дзорун Дигорна от Амирлана Камбулова. И вот постепенно переходил к сложному. Сейчас я эту книгу выучил наизусть. 2 года, и я уже полноценно могу разговаривать. Расскажи нам немножко поподробнее про свой YouTube-канал, на что именно ты делаешь акцент в своих видео и насколько это востребовано. Идея эта ко мне пришла, потому что я учился же сам, и никаких материалов в интернете в основном нет. Там есть некоторые вот слова, то есть, а вот именно грамматику не каждый может понять. Я стараюсь вот объяснять людям так, как я это понял сам. Иногда я могу записать просто такое видео, например, чтобы люди сами уже, я с ними разговариваю, что-то скажу, и чтобы люди отвечали в комментариях мне по-дигорски, и чтобы я проверил, правильно ли это или нет. Какое первое слово ты выучил на дигорском? На дигорском первое слово я выучил «цаун» — «идти». Ну, а потом уже по книге «Дабунхуарс», «Лезерхуарс» и так далее. Скажи, пожалуйста, что именно тебя привлекает в осетинской культуре? В осетинской культуре все всегда относятся к старшим с большим уважением. Меня мой отчим научил, как правильно что делать. То есть, как за столом надо себя вести, как нужно вести себя со старшими. Это все обычаи, и до сих пор, по сей день, я что-то узнаю. Но эти обычаи я стараюсь соблюдать. Максим, был ли ты в Осетии? Если нет, планируешь ли ты посетить нашу республику? Нет, в Осетии я никогда не был, но это моя мечта в Осетию побывать. Это я очень хочу приехать. Я в скором времени, этим летом, вот когда будет лето, я должен поехать. Как вот, если уже и язык, и обычаи, надо обязательно съездить. Есть ли у тебя любимое слово в дигорском языке? Любимое слово — это, наверное, амбал, друг. Максим, спасибо тебе большое за то, что уделил нам время. И я прощаюсь с тобой. До свидания. До свидания. Организовать переправу через реку, оказать первую медицинскую помощь, и все это с соблюдением всех правил безопасности. В пригородном районе на неделе провели аттестацию сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС. В учениях также принимали участие волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Подробности в материале Валерии Козаевой. На базу МЧС поступает срочное сообщение. По легенде, произошло землетрясение. Возможно, повреждение жилых домов и мостов. Группа разведки немедленно выезжает на место. Спасатели обнаружили завал. В завале могут быть люди. Принято. Находитесь на месте. Высылаю группу спасателей. Перед тем, как начать операцию, необходимо увести людей в безопасное место и подготовить технику. Задача отряд справляется быстро. За считанные минуты из-под завалов достают подростка. У мальчика перелом ноги. Уметь оказать первую помощь – еще один обязательный навык спасателей. Пострадавшему наложили жгут и шину. Поступает новое сообщение. Нужна подмога. В результате землетрясения произошел обвал моста. По словам очевидцев, на той стороне в лесу остался грибник. Чтобы найти пострадавшего, необходимо организовать переправу через реку. Здесь все максимально приближено к реальным условиям, чтобы в случае настоящего ЧП спасатели точно знали, что делать. Согласно легенде, на этом участке вода вышла с берегов. Перебраться нужно через верх, переправить на другую сторону кинолога, собаку и носилки. Все это делать с помощью веревочного троса, максимально оперативно, соблюдая правила безопасности. Ищи! На счету каждая минута, и как итог слаженной четкой работы еще одна спасенная жизнь. Это не просто учение, а аттестация поисково-спасательного отряда. Оценить профессиональные навыки приехали специалисты из других регионов страны. Периодическая аттестация проводится с целью оперативной готовности аварийно-спасательных служб формирования, а также и спасателей к реагированию на различные чрезвычайные ситуации и происшествия. Аттестация, на мой взгляд, проходит успешно. С поставленными задачами дежурные расчеты спасателей справляются на отлично. Сотрудникам МЧС помогают волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Для них это отличная возможность перенять опыт старших коллег. Сегодня я первый раз принимал участие в настоящей аттестации спас-отряда. И скажу так, что спасатели хорошо отработали свои поставленные перед ними задачи. Справились, я думаю, на отлично. И
спасатели севера Осетинского поисково-спасательного отряда будут готовы выехать на любой вызов. И я уверен, что они хорошо справятся со своей работой. Для нас это тоже плюс, потому что мы теперь будем более подробно знать, что нас ждет, что нам надо будет делать. И, можно сказать, будем учиться на чужих ошибках и будем готовы к своей аттестации. Свои навыки регулярно отрабатывают и пожарные. По легенде, произошло возгорание. На место незамедлительно прибывают пожарные расчеты, им разворачивают штаб. Сначала сбор, обработка и анализ данных, затем определяют ранг. В здании пожар второй степени. Очаг в пищеблоке, оттуда огонь перекинулся на этажи. Нужно четко продумать действия. Уже в самом здании пожарные разделяются на несколько групп. Одни находят пострадавших, обеспечивают кислородом и выводят из помещения. Другие в это время тушат огонь и страхуют крышу. Она может обвалиться в любую минуту. Каждое движение личного состава должно быть отработано до мелочей, чтобы при реальной угрозе быть готовыми к любой ситуации. Пожарно-тактические учения в доме-интернате «Надежда» проводят не впервые. Каждые полгода проходят подобного рода учения. И эта практика у нас уже, так скажем, отлажена. Хотелось бы сказать большое спасибо сотрудникам, которые моментально реагируют. С поставленной задачей пожарные расчеты справляются быстро. Эвакуировали 100 пациентов и 40 человек персонала. Как итог, 8 спасенных жизней. Пострадавшим оказывают первую помощь. Всего в операции задействовали около 16 единиц техники и более 100 человек личного состава. Быть всегда на передовой – непосредственная задача каждого из них. Данные учения проводятся ежемесячно в территориальном гарнизоне пожарной охраны. По всей России имеется в виду. Отрабатываются для того, чтобы, сказать, в критических ситуациях личный состав мог справиться с любой поставленной задачей. Отработали хорошо. Важно, чтобы сотрудники всегда были готовы к любой нестандартной ситуации. Поэтому такие тренировки сотрудникам МЧС Республики проводят регулярно. Валерия Козаева, Давид Битиев, Заурбек Кодзаев. Специально для программы «В итоге». Дзюдо, самбо, рукопашный бой и другие виды единоборств. Всего больше 10 дисциплин. Во Владикавказе прошел всероссийский фестиваль «Мирный Кавказ». В манеже собрались сотни спортсменов. За звание лучших состязались ребята от 8 до 16 лет. Кто организовал мероприятие и сколько спортсменов представляли Северную Осетию, расскажет моя коллега Тамила Акцоева. Дзюдо, самбо, рукопашный бой и другие виды единоборств. Всего больше 10 дисциплин. Во Владикавказе прошел всероссийский фестиваль «Мирный Кавказ». В манеже собрались сотни спортсменов. За звание лучших состязались ребята от 8 до 16 лет. Кто организовал мероприятие и сколько спортсменов представляли Северную Осетию, расскажет моя коллега Тамила Акцоева. Здесь идет напряженная борьба за первенство. Другие ребята только готовятся к своей очереди. Слушают последние наставления тренеров. Десятки болельщиков поддерживают с трибун. Для каждого из спортсменов это решающий момент. Тайский бокс, дзюдо, самбо, тэквондо, рукопашный бой и другие виды боевых искусств. Всего 14 дисциплин. Разминка под чутким руководством тренеров. Перед поединками ребята подбадривают друг друга. Юная самбистка Елизавета Макеева уже через пару минут выйдет на бой. Я готовлюсь к бою, собираюсь с мыслями, чтобы показать на все, на что я способна. А после завершения спарринга эмоции бьют через край. Адреналин и ожидание результатов заставляют начинающих спортсменов нервничать, а их наставников крепко сжимать кулаки. Егор Мухин на соревнования приехал из Крыма. Поединком остался доволен. Я очень довольна своим боем, меня переполняли эмоции. Я думаю, я хорошо выступил. Фестиваль собирает сотни участников с 2007 года. И спортсменов, желающих показать свои способности, становится только больше. Такие фестивали надо, честно говоря, очень часто проводить, чтобы ребята развивались. И это, конечно, большой плюс. Ребята получают опыт, и уже тогда легче подготовиться на Россию, на ИФО и СКФО. Налаживание межкультурных связей среди регионов страны и воспитание здорового поколения – главные цели мероприятия. В планах развиваться дальше и в ближайшем будущем сделать фестиваль международным. Тамила Акцоева, Давид Битиев. Специально для программы «В итоге». И в конце выпуска о яркой и уверенной победе Владикавказской Алании. Наша команда сегодня переиграла хабаровский СКА со счетом 4-1. Голами за Аланию отметились Ислам Ашуков, Николай Георгобиани, Алан Багаев и Алан Хабалов. Гол за СКА Хабаровск забил Томас Рукас. Победа позволяет укрепить Владикавказскому клубу свое лидерство в турнирной таблице.
И это были все новости минувшей недели. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.